Assalamu alaikum saygılı dostlar. Эфирде Қатық шоусы, шоу-бизнес hakkında. Bugün 19-cı çıkış, 19-cı программа ve bu münasibetle hepinizni selamlaymiz. Көргеніңіз gibi bugün benim yanımda yangi alıp barıcı saygılı dostlar belli yerci Arsen Bekirov. Ve Arsen, nasıl düşünесің, ne için aynı seni seçtik alıp barıcı olmak için? Men bilesem çünkü men istidatlı, cesur ve Kırım Tatar show biznesini içinden açık bilem. Demek sen Qatıq'na alıp barıp olacaksın. Men düşünem böyle. Bunu vakit gösterir saygılı dostlar. Herhalde sevemiz, hürmet etemiz. Hoş geldin Қатық şovusuna. Biz ise başlayımız. İşte Arsen, geçenleri bizde parlak bir şov geçti. Çok beklenilgen Karadeniz премиясы. Айтмақ мүмкін, отгремела премия. Все получили премии, номинации, были довольны, были недовольны. Я думаю, что нам нужно обязательно поговорить на эту сегодня тему. мы все это обязательно обсудим с И рядом нашими со мной дорогими гостями. победитель премии Karadeniz премиясы. И мы это тоже обязательно обсудим. Для этого сначала у нас Қатық, Алим Аблаев. Поприветствуем Алима. Салям алейкум, достлар. Так как мы сегодня говорим о премии, то и Қатық у нас премиальный. Держи, Севиля. А это мне. Потому что это единственная премия, которую мы получим за премию. Потому что все забрал вот этот человек. Я себе могу купить. Арсен Бекиров. Победитель как? По чьему мнению? Я вообще просто победитель всего. По жизни победитель. Пожалуйста, вам. Сагул Алим. Афет Олсен. Как прошла премия, Karadeniz премиясы? Предлагаем вам посмотреть небольшой сюжет, а потом мы продолжим. Biz en güzel şeyge layıqmız. Kırım Tatar show biznesinin yanı sayfası açıla. Sen hazırsın? 3, 2, 1. Sen yanımdasın, sen yanımdasın. Gözlerimde sevgimiz. Ben hayatın peşinden uçup geldim. Ama ne olsa ama uçup geldim. Az geçmesin, sevgi ateşinde, sevgi gecesinde, inan vazgeçmesin. Show! В конкурсе клипов Karadeniz премиясы приняли участие 12 артистов и групп. Среди них и те, кто прислал свои работы из-за пределов Крыма. Они борются между собой за победу в 6 номинациях. И среди них приз зрительских симпатий. Уже в предвкушении премии. Очень интересно, какая будет программа и что нас ждет. Переживаете? Да нет, никогда. А что переживать? Как будет, так и будет. Мы готовы на все. Хочется побольше таких мероприятий, чтобы наша молодежь быть вместе с молодежью. Арин, совсем скоро награждение. Что чувствуешь? Немножко волнуюсь. В номинации «Лучший текст» победила группа «Гунеш» с клипом «Ватанымыз Кырымда». Диляра Джапарова и ее клип «Кайтмам» выиграла в номинацию «Лучшая музыка». Приз за лучшую режиссуру достался клипу «Гузелем» с песней в исполнении Асия Сале и группы «Мейдан». Лучшая операторская работа отмечена в клипе Дели Дамира «Маск».
а его клип «Йол» назван лучшим по версии жюри. А по версии зрителей, принявших участие в открытом голосовании, победа в номинации «Лучший клип» была присуждена Арсену Бекирову и его романтическому клипу «Сена Севем». Мы, конечно, не ожидали вообще, но очень приятно, что доверились, все в Sounds. Круто все. Люди с открытыми сердцами, которые действительно пришли, чтобы нас поддержать. Я получаю массу эмоций каких-то новых, неожиданных. Всем Sounds, кто поддерживал нас. Я тебе честно скажу, мне легче на сцене концерт оттащить, чем вот эти переживания. И вот она тяжелая, она огромная. Узнали результаты. Как ваше настроение? Расстроились? Слушай, я согласен с результатами жюри. Реально, это сильные работы в этот раз были. И Арсен, конечно, по секрету скажу, я тоже за него голосовал, за его клип. Наверное, это самый музыкальный вечер. Конкурс клипов «Карадеңіз премиясы» завершен. В нем, как и в любом соревновании, есть и победители, и побежденные. Кому-то пока не хватило профессионализма, другие нашли свою музыку или поразили проникновенностью текста. Третьим улыбнулась удача с оператором и режиссером. Но все вместе они подарили нам невероятный вечер и еще раз показали, насколько музыкален наш народ и сколько зреет в нем новых талантов. Ну, вот так и отгремела Карадеңіз премиясы. А мы, чтобы обсудить и минусы, и плюсы, дальнейшие действия вообще, когда мы уже начинаем второй сезон Карадеңіз премиясы, мы пригласили сегодня продюсера проекта Карадеңіз премиясы Рушен Патель. Сайғылы достар. Селям алейкум. Алейкум селям. Хош келдің, Рушен. Рушен, можно сразу на «ты», да? Да, конечно. Так даже комфортнее. Арсен у нас победитель. Начнем с Арсена. 150 тысяч. Лучший клип по версии зрителей. Да. А что ты хочешь? Куда ты потратил? Нет, мы не будем сейчас об этом говорить. Мы сейчас совершенно будем разговаривать. На развитие, да, я потом все это расскажу. Личные нужды. На что может у артиста, на что может пойти гонорар? На следующую песню. Песню как ты сказала, вот тебе на пару клипов еще денег. Ну, не на пару, но еще один можно снять. Рушен, было очень много разных мнений. Естественно, были те, кто был недоволен. Какие мы ошибки извлекли из первого сезона Карадеңіз премиясы? Ну, ошибок мы извлекли в любом случае много. Несмотря на них, их все равно сегодня обсудим. Эта тема долго еще будет мусолиться. Я так думаю, несмотря на это, в зале было 304 человека. Я не беру сотрудников. Несмотря на это, все ролики, любые, которые мы как-либо тиражировали, набрали в общей сумме более 1 миллиона просмотров. Несмотря на это, мы готовимся ко второму сезону, и второй сезон будет сильно другой, скорее всего. Вообще, к чему мы готовимся? В первую очередь, ошибки, о которых многие говорили, есть такие спорные темы из разряда, кто должен получать там, премию в номинациях. Это главное. Одна из больших проблем, Ты которая сейчас просто ящик Пандоры открываешь. Ну, в какой-то степени, да. Было много мнений. Кто-то поддерживал наш выбор. То, что почему мы давали группам, музыкантам, вокалистам, которые авторы этого клипа. Почему мы их называем авторами этого клипа? Потому что они заказчик, они заказали песню, они заказали текст, они заказали съемку, они заказали, оплатили все это. Подожди, стой. Вот действительно были такие люди, которые тебе писали, звонили. А почему я не выиграл? Мне нет, были такие разговоры. Таких Ты же читал сам, в комментариях писали, очень много разногласий. Но, подождите, вот Рушен говорит, заказчик, я купила песню, слова песни, я купила музыку. Вы это оплатили, Тогда я за что должна получить премию? Ну, по логике вы получаете премию с нашей стороны. Была такая логика, что вы получаете премию, так как вы это все заказали, вы это оплатили, это ваша идея сделать этот продукт, и это ваш продукт по итогу, у вас есть исполнители. Но все-таки есть эта обратная сторона, то, что есть авторы этого текста, то есть они тоже в это что-то вложили. И ко второму сезону мы подойдем с такой стороны, что подготовим условный бриф, в котором мы запросим у человека, отправившего нам продукт, кто автор текста. Да, то есть, по сути, это будет паспорт этого продукта. Кто автор текста, кто автор музыки, аранжировки, композитор, я не знаю. Мы даем вам премию, то там делитесь. И предварительно попросим эти вопросы между собой решить.
потому что нам не играет сути. В любом случае, наверное, правильно, да, если кто-то получит премию, там, условно, какая-то группа получит премию за текст и поделится с автором текста. Это тоже насколько-то его заслуга. И это, наверное, есть золотая середина. Это один из моментов, который мы проработаем на будущее. Ты знаешь, мне кажется, тут такой момент, вот премия, да, это первое такое мероприятие, где деньги. Так. Деньги. Да представляешь, если бы премия была не 150 тысяч, Миллион. а миллион. Мне кажется, поножовщина бы была просто прям там на сцене. Все, что касается денег, да, они разговоры будут. Всегда, мне кажется. Кстати, были даже те, кто вообще ничего не получил, и тоже были обиды, что вообще ничего не получили. В такого рода, не знаю, премии. Это вот мы привыкли к этому всем чуть-чуть раздать, понимаешь? Это же Нет, не есть победитель, джанлесест был какой-то, не детский вот конкурс, в где этом там и по вопрос. ручке, по блокнотику. Да. То есть здесь просто так благодарить человека мы не стали в любом случае. Люди были на мероприятии, их ролики тиражировались, да, то есть они насколько-то охваты свои получили, но это один из моментов, который мы хотим переработать ко второму сезону, потому что второй сезон все-таки будет отличаться. Первый сезон у нас получился как такая проба пером. Это был все-таки конкурс клипов. На второй сезон мы хотим создавать что-то новое. Это уже не конкурс клипов, хотя клипы все равно будет номинация, связанная с клипами, а, наверное, это все-таки какой-то конкурс, как песня года, что-то такого рода, если вы понимаете, о чем я. Мы хотим создать какую-то, как сказать, площадку, аналог там Муз-ТВ, да, и любых других мировых площадок, которых у нас нет, на которой любой исполнитель может тиражировать свою песню, свой продукт, именно песню. Все-таки исходить будем из нее. Почему? У нас самая большая наша проблема, то, что исполнители вынуждены подстраиваться под рынок. Рынок у нас диктует какие правила? Это какие-то чуть зажигательные песни под свадьбу. Все-таки это эта история. Ну, возможно, там чуть лирические, да. А рок на свадьбах не понравится, рэп спорно и любые другие жанры. Поэтому мы пришли к мысли, что необходимо создавать эту площадку. Это и в виде YouTube-канала, на котором можно будет спокойно тиражировать свои песни, как аналог такого Spotify, с плейлистами, с чартами. И все это подведет к Hard премия С2, в которой уже будут новые номинации, которые все-таки главным продуктом будет именно песня. Значит, будут новые номинации, будет какой-то жесткий отбор, потому что в первом сезоне были очень слабые клипы. Ну, не все, были очень хорошие работы, были очень слабые. Я так понимаю, что в конкурс брали абсолютно все, что приходило. Не было отбора. Ну, в основе своей, да, потому что столкнулись с проблемой. Во-первых, мы переработаем положение в любом случае. Все-таки как оценивать текст песни, там, известной песни, народной песни? Мы не можем никак оценивать ее текст Арсена, например. Да я сейчас вот в том еще застрял. Что очень слабые клипы были. И я на тебя посмотрела, да? Подожди, были наоборот. У нас просто были очень сильные клипы и очень слабые. Пропасть большая Были была. средние, Арсен. Ровности не было. Нет, средних вот, кстати, не было. Но это твое мнение, а мое мнение были средние А мое мнение клипы. средних не было. Были очень слабые, средние и прям очень сильные. И, кстати, сегодня будут авторы тех клипов, которые мне прям очень понравились. Чуть сразу не сказал. Да. Вы подбирали гостей, да? Хорошо. И я хотел спросить, Рушан, вот мы, получается, сейчас исполнителям обещаем то, что если вы участвуете в нашем проекте, да, в вашем, эта песня, она не теряется просто. То есть она целенаправленно звучит на каких-то площадках, в чатах. Да. Она рекламируется, у нее ротация везде. Вот, да, то есть, по сути, все, что связано с Hard Production. Мы создаем эту музыкальную площадку для ваших треков любого жанра, любого вида. И это как раз должно создать конкуренцию. К сожалению, мы там, как условный Spotify, Яндекс.Музыка и так далее, не можем платить за прослушивание. Это нереально в наших реалиях. Но есть история конкурсная основа, которую мы опробовали. Вот есть же этот разговор, да, то, что суммы небольшие, но было бы больше вообще. Про деньги я хотела спросить. Все это же в итоге доходит конкурсная основа. Лучшие, самые популярные приходят на этот конкурс, попадают на этот конкурс, и там уже есть номинации, которые, опять деньги, раз мы все в них Будет упираемся. увеличиваться премия в новом сезоне, потому что 50 тысяч, 150 Я считаю, что не надо 50 тысяч. Многие говорят, что это слишком мало. Наверное, увеличивать надо,
все-таки первая премия, это был пробный проект, очень многие не понимали, что это такое, мы сами не до конца понимали, что это такое, а сейчас, когда люди это увидели, я думаю, что и со спонсорами в этом плане общение и диалоги пойдут лучше, это станет более заинтересованно, более популярно. Мне кажется, люди хотят прийти, заплатить деньги за хорошее шоу. Хорошее шоу зависит от классных треков, качественных. И я думаю, что если мы будем делать такое шоу с помощью исполнителей, то можно и билеты подороже продать, и премию увеличивать. А я вижу геометрическую прогрессию. То есть чем больше ты вкладываешь в свой клип, тем, ну вот, допустим, следующий сезон покажет, что клипы были лучше, да, они качественнее намного, и, соответственно, и премия должна расти от этого. А если мы будем топтаться на месте, ну, у нас премия растет, а клипы не двигаются вперед. А вот я Тамирджану хочу вопрос задать. Молодой, энергичный, харизматичный исполнитель. Наверняка он был на премии, следил за нашими клипами. Ваши фавориты? Какие клипы вам понравились? Ну вот, как вы сказали, в принципе, что есть большой разрыв, да? Со мной согласен. Ну, я согласен, да, то, что есть какие-то клипы очень даже кинематографичные, я бы сказал, да, а есть клипы просто вот, ну, никого не хочу обидеть, но просто вот у стенки снятые, да, без света, без ничего, но немножечко, наверное, тоже об этом надо потихонечку думать все равно. Я не буду отмечать для себя клипы, потому что в целом, ну, не могу для себя ни один заметить просто. В целом все молодцы. Это лучше, чем ничего в любом случае, потому что ну, спрос рождает предложение. Значит, люди хотят музыку, люди хотят что-то новое, какие-то новые клипы. И я думаю, в любом случае, эта идея хорошая. Вот то, что развитие вот именно музыкальной площадки, типа как Муз-ТВ, может быть, ну, до Грэмми далеко, но в таком стиле, я думаю, очень будет круто. Грэмми не сразу устроилась, скажем так. По аналогии. Да. С какими сложностями столкнулись, Рушен, при организации первой Харадеңіз премиясы? Ну, ни для кого не секрет, то, что первая Харадеңіз премиясы долго переносилась из-за разных обстоятельств. Потом, когда уже принято решение, мы поставили для себя своеобразную дату. Хотелось сделать ее какой-то особенной, не в рамках банкетного зала, как-то перейти во что-то другое, новое, чтобы была крутая атмосфера. И подобрали крутой музыкальный бэнд «Несиль», огромный «Имчох Саунус». Я тебе говорю, я там внутри стоял, мне просто хотелось на сцену вот выйти. Действительно, саунд был классный. И танцевать хотелось, и все. Вот это была фишка. И потом, да, одна из самых больших, наверное, еще сложностей, когда мы поняли, что все-таки все уже состоится, сделать какую-то шоу-программу, которая это было бы не просто грустное награждение с грамотами, а эффектное прям шоу с элементами, чтобы люди танцевали, чтобы люди слышали знакомые им песни, отдыхали и получили все-таки удовольствие. Рушан, наверное, все спланировано, да? Когда-то есть какие-то сроки уже? Когда стартует второй сезон Харадеңіз премиясы? Ну, смотрите, в ближайшее время мы хотим... Наверное, мы уже объявляем о том, что он вот-вот стартанет, а в ближайшее время хотим выкатить положение. То есть оно будет в общем доступе, всем будет чуть более точно понятно, что конкретно мы имеем в виду под Харадеңіз премиясы 2. И в следующем году, ориентировочно в тех же месяцах, провести уже такой финал. Жесткий отбор будет? Такой вот жесткий? В этот раз посерьезнее. Про жюри, кстати. Жюри те же? Ну, состав может меняться. Я думаю, не принципиально оставлять тот же самый состав. Вообще ни у кого вопрос. Да, я, кстати, ни одного комментария не слышал. Мы собрали, как по мне, хороший, даже свежий состав жюри в разных сферах. Чох сау, Рушен. Удачи в проекте Харадеңіз премиясы. Это очень классный проект. Это свежо, это стильно, это очень энергично и что-то новое в нашем шоу-бизнесе. Еще. Саунус. Асылдар, сен білесің, Махаттық шоусы Харадеңіз премиясы башланғанда илан етілгенде бұл программа тешкіл олынған еді ве бұл Харадеңіз премияның юрегі десек те olacak. Мында асылда шоу-бизнесте нелер ола, премиядаки клиплер, bütün bu şeyler Қатық шоусында музакере етіле ве кенеде бұл мевзуны девам етмек үшін şimdi біз шоумызға да iştirakçilerini davet еттік. Мен де айтып кечтім, менің бегенген клиплерімнің муэллифлері оператор, режиссер Адем Бейтулаев. Saygılı dostlar, alkışlar. Hoş geldiniz. Alkışlar, да. Hoş geldiniz.
Ве дабыр клипнын муэллифы песня под ключ дейм мен aslında bu yırğan içindese muzikasını hem sözlerini işte umumen bütün yırına hazırlagan Aziz Taşkenbayev saygılı dostlar alkışlar. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Buyurunuz. Buyurun. Ну что, прошло время уже, да, какое-то. Как вообще впечатление? Как вообще вам итоги? Эмоции стихли немножко Да. уже? Эмоции начались с самого начала. Вот ты зашел, и на второй этаж мы поднимаемся, там же барная стойка. Я говорю, селям алейкум. И там один алейкум селям. Я говорю, о, безимкелер. И я ему типа так, ну, типа, как дела там? Он такой подходит, говорит, пока все пьют хаве. А, я говорю, понял. Дорта. Зайду позже. Дорта, я говорю. Это было с первой минуты. Азиз, мы вернемся к этому. Для начала мы выпьем хатых, потом Да. вернемся Пока к все теме пьют эмоций. хаве, мы выпьем хатых. Да. Азиз Ага, вам нейро хатага. Вот такой Сау, вот. У вас сау. весь клип построен на нейросетках. Это взгляд в будущее Азиз Ташкенбаев. Адем Vision хатага, визионерский хатых. Мне нравится твое видение. Я тут всем комплименты раздаю. И тебе. Сау. Сау Лалим. Адем не присутствовал на мероприятии. Вы согласны с номинацией? Вообще творчество оценивать по параметрам, там, не знаю, как спортивные соревнования, в принципе, мне кажется, достаточно спорный момент, потому что творчество, оно максимально такое аморфное, максимально независимое. То есть и сказать то, что вот этот клип хороший, а вот этот клип, это субъективное мнение. Ну, были хорошие работы, были слабые работы. По поводу слабых работ, и я думаю, было бы прекрасно, на самом деле, одну номинацию как лучший дебют. Или, допустим, лучше какая-то, как сказать, номинация аматорской. То есть, когда человек только начинает работать, и если ее выделить и как-то оценить, думаю, было бы это очень, очень интересно. То есть у меня, на самом деле, прям соревновательного какого-то этого не было, таких амбиций. И когда что-то интересное даешь, свою какую-то часть, креативный взгляд, мне кажется, это, наверное, самое главное, наверное, это в конкурсе. То есть не завоевать статуэтку, а сделать такой продукт интересный какой-то, да, вот, когда ты смотришь и радуешься от этого. Ну вот смотри, статуэтку, ладно, убираем. Да. Крутая работа. Заценили и простые люди, так сказать, и операторы, и режиссеры, и музыканты. Я тебе по секрету скажу, мы с женой так сидим, смотрим номинантов, а я же участвую, да? Она говорит, вот здесь будет очень сложно, Арсен. Я говорю, да, черт возьми, это будет очень сложно. Потому На что самом деле была крутые. очень стильная работа. Да. На первый взгляд вроде все просто. На улице, да. Маск, где вот это снималось? Маск Что это за это... локация? Я в этой песне видел эту динамику, вот эту энергию, которая прям вот она, вот это, как сказать, просто на прополу идет. И вот с Манага мы работали над этим, он стилистически к этому подходил, то есть костюмы. В принципе, и нашли вот такие локации, очень, наверное, как сказать, необычные, нестандартные. И это дорога в сторону Акьяра. Там есть эти срезы, вот эти новая дорога, срезы. Это в Крыму? Да, это в Крыму, да. И возле Сюрени есть вот этот мост, под ним делали. Ну, хочется еще Бекира отметить. Он очень харизматичный, очень такой поставленные видный, задачи красивый. он действительно выполнял. Я его, конечно, загонял. Прям это было очень жаркое солнце. Пекло, все потели, чтобы вы понимали, это было, я не знаю, это был июнь месяц, кажется, если не ошибаюсь. Под Так, все, палящим похвалили. солнцем. Да. Хватит хвалить. Да. К Азизу. Азиза я Да, знаю я очень вообще тут давно. серьезные люди. Я скажу Босс так, сирени. Азиз, я устал тебя искать в соцсетях. Почему я тебя не нет? нашел тебя Да. нигде. Тебя не существует. Ну, такой вот именно. Я Пишешь, просто... Азиз Он Ташкенбаев, работает. ничего не найдено просто. Он работает, он в соцсетях не сидит. Да. Ну, Азиз, а вот как сейчас современный человек без соцсетей живет? Объясни. Нет, соцсети как бы они присутствуют, просто я нигде особо сильно не афишируюсь, потому что я работаю в этой области. А, И- юзер 5789 это ты был? Вот этот Да, коммент. который по ночам писал, да, хейтил. Азиз, у вас была представлена песня, которая была создана с помощью использованием, да, То искусственного есть интеллекта. сегодня мы можем уже не тратить на автора, на композитора, на аранжировщика. Мы можем с помощью искусственного интеллекта кстати, у нас два разных создать, вообще клипа. Очень, песню. очень. Как вообще родилась эта идея? Давно вообще ты этим занимаешься? Музыка, да, уже это, наверное, лет 10, если не больше, даже больше. Ну, наверное, со времен Кипу, 2004 год. С тех пор это мое хобби.
Никогда это не было моей там задачей основной. Никогда я там не работал по этой сфере прям целенаправленно. И всегда это просто хобби было. И мне всегда нравится что-то новое изучать в разных, скажем так, технических моментах. И вот песня как бы была просто как проба пера вообще что-то сделать с нейросетью и потом попробовать переложить крымско-татарский язык. Но, к сожалению, она еще не умеет писать, конечно, по-крымско-татарски. Тут приходится самому с ручкой, как у всех, листик, ручка. Но в целом нейросети очень сильно упрощают, скажем так, жизнь нам. Ну, скажем честно, у тебя не клип взял, а песня. Песню ты сам написал? Песню, да, песню вот это, да, песня вот тут была уже попроще, да. И слова сам. Слова сам, да. Да, песня... У меня немножко голова кружилась от нейросетей, вот честно скажу. Наверное, сейчас, если это сделать, это уже будет намного красивее, реалистичнее. Но на тот момент, когда это год назад было или когда, на тот момент это казалось самое лучшее, скажем, что может выдать нейросеть на тот момент. И получился такой клип. Сейчас справа от меня человек сидит, которому немножко обидно, наверное. По поводу чего? Ну, скоро, получается, операторы и режиссеры... Нет. Нейросеть – это просто очень мощный калькулятор. То есть, помощник. Да, это очень хороший инструмент для реализации задач. Креативной части в нейросети ее действительно мало. Она есть, но она систематизирована. То есть я пробовал пользоваться нейросетями, и они дают усредненный вариант. Что с музыкой, что с видео, все остальное. Если ты даешь хорошую идею креативную, обоснованную, из этого оно тебе поможет выдать. Это посредник, это хороший посредник, и он прогрессирует. Действительно, вот Агашка говорил, что год прошел, и он уже прогрессирует. Да, но в нейросети есть один минус, понимаете? Даже если мы на фотографии смотрим, мы видим эти ровненькие, гладенькие тени. Мы видим эти идеальная кожа. То есть, может быть, будет прогрессировать, будет лучше, но в этом есть какой-то подвох. Эдем, ну вот твое мнение, может клип от нейросети принимать участие в конкурсе? Конечно. В этом и вся прелесть творчества, когда у нас нет никаких рамок. Ну, конечно. Вы бы участвовали снова в Харадынгас премиясы? Ну, конечно. Я думаю, да. Я знаю, что Азиз уже начал, да? Да, над чем-то работать. Песня уже почти скоро готова будет. К премии. Ко второму сезону, да, она уже будет специально так поднаписана, скажем так. Кстати, Азиз — это диджей Ази, если кто-то не знает. И вот эта легендарная обработка для Веры Усманова, Ногай Бейтлера, пожалуйста, запомните, вот это был Азиз. А, кстати, когда делаешь ремиксы, нужно разрешение у автора? Сейчас уже да. Раньше это было как бы проще, там авторское право сильно не соблюдалось. Сейчас любой звук, это все уже надо запрашивать, обязательно разрешение. Это можно не запрашивать у человека, у автора, это можно запросить начиная от студии, где он записывался, там целая куча есть законодательных моментов. Можно взять у дистрибьютора, например, можно взять. Вот как все делают. То есть автор как бы получит свои отчисления просто потому, что он автор. Но повлиять как бы на решение там ему будет уже сложнее. Что я не хочу, чтобы он мою там брал, песню делал. Поэтому, такой сейчас цифровой законодательный мир с этим авторским правом. Хочется вернуться к премии. Все-таки я знаю, что и Эдембей говорил о том, что премию нужно давать тому, кто сделал, например, операторская работа, оператору. Да. У вас тоже мнение? Мне кажется, это абсолютно справедливо, когда за текст получает автор текста, если, допустим, за операторскую работу получает оператор. То есть выкупает авторские права, он не становится автором, он становится человеком, который владеет этими правами. Тогда тот, кто подал клип, за что он должен получить номинацию? Да, я вот парирую, это вот ты рассуждаешь как киношник сейчас. У тебя Оскар, понимаешь, режиссура, оператор. Я просто на самом деле не организатор таких конкурсов. Нет, это все такое уже технический момент. Но субъективно. Мне кажется, это в первую очередь автор. А вот за что я получу
За что? Это вы выясняете со своими уже эти. Да, то есть Это можете мой там клип, я его Да, сделал. да, можете там выяснять, Нет, как-то, не знаю, паяльник. мне было бы обидно, если я заплатила автору за песню, заплатила музыканту за песню, заплатила режиссеру Везде за их клип, указала. везде заплатила, подала заявку и ничего не получила. Как так? Потому что надо заплатить организаторам. Момент такой важный, то что тут был, как бы все знают, то, что это был конкурс клипов, то есть здесь весь момент важный. То есть Ирушин сказал, он подчеркнул то, что следующее будет именно конкурс все-таки в основе песни. Вот там, кстати, как Арсен Ага, уже, мне кажется, будет больше претендент на эту тему. Да, мне так кажется. Такая мысль. Вот. А в общем это да. То есть мы, когда подавали, мне кажется, все понимали прекрасно, что это будет клип все-таки, и это все-таки заслуга отчасти режиссера и все остальное. Нет, просто вот это вот движение вот этих денег, вот объясните мне, вот я вот певец, я все-таки не пойму это, честно. Деньги, так Ирушин тоже. Я не понимаю этого. Я пришел, я заплатил, я получил премию, опять взял деньги, опять пошел отнес, заплатил. Где мой навар? Я понять не могу. Мне Где кажется, деньги? просто надо это оставлять на уже внутреннем усмотрении участников. То есть мы подаем, и я там решаю, уже что кому я даю. Как Ирушин сказал, он сказал, просто заранее придется обговаривать эти моменты и все это. Или там, не знаю, устраивать. А вы, кстати, поделились с Дамиром, с Бекиром, или Бекир с вами? Если бы он бы действительно оператором был, я бы с ним, наверное, поделился. То есть в данном случае, при всем моем даже желании, он был именно участником съемки. То есть он не был оператором, мне кажется, это... Я не поделился. Вы не поделились. А куда потратили? На развитие или... Для творческих целей, в принципе, у меня все деньги уходят. Я не живу по принципам гедонизма, не знаю, ходить, есть какую-то вкусную еду или куда-то там. То есть в удовольствие нет. И не поверите, да, я большую часть своих денег трачу только в основном, иногда даже в минус и в творчество, да. А Азиз на что потратил деньги? С Дилярой поделился? Или Диляра с тобой? Кстати, нет, это сразу было. Там сразу такое... Так, статуэтку тебе, конвертет. Потом она говорит, не, лучше статуэтку мне. Потом я говорю, давай пополам. Она говорит, все, хорошо, давай пополам. Да. Так что статуэтку не осталось. Видите, что-то как-то делили, все равно женщине больше ушло. Я не понял, как это произошло. Я в основном всегда за идею, честно. Вот мы с Фатмой работаем, сейчас будем работать над одним интересным проектом. Ой-ой-ой, по поводу Фатмы у меня еще вопрос. Давай. Я вот эту работу посмотрел, вашу с Фатмой, последнюю. Ага. Где, наверное, кто следит за Инстаграмом, все уже видели. Да. По поводу белых глаз. Да. И почитал рецензию. Да. Тебе понравился клип? Скажи, да или нет? Меня просто вообще... во-первых, я чувствую, что он хотел сказать. Все, мнения разные, да, по поводу слепоту обсмеивать или еще что-то. Он хотел сделать шок, он его сделал. Я когда увидел белые глаза, мне стало страшно. И он передал вот этот момент, что одиночество для человека – это страшно. Человеку нужен человек. И вот эта передача, тут ничьи чувства вообще не были затронуты, я так считаю. Для меня это была метафора, это аллегория. Понятно, есть границы того, что можно снимать, какие приемы использовать. На самом деле это очень простой прием. Скажи, я правильно понял? Абсолютно. Вот там все просто, на самом деле. Это нет какой-то сверхфилософии. Я думал, я такой умный. Там концепция песни «Инсан инсаналь азым». То есть... Но страх вот это должен был присутствовать. Понятное дело, это шокирует, а творчество должно в какой-то степени шокировать. И давать импульс, чтобы человек думал, задумывался, входил в, хронологию событий сюжета. То есть и прием абсолютно безобидный. Я там не глумился над персонажем, кто-то там, чтобы избивал ногами лежачего человека. Все-таки ты не смеялся, да? Я не смеялся, так иногда улыбался временами, да. Когда Фатма говорит, я не вижу. Там просто такие линзы, знаете, я просто не знал, как они работают на самом деле. А там оно закрывает и зрачок, и все закрывает. И линза состоит из таких мелких-мелких точечек.
И вот за счет этого человек видит что-то. А вот мы еще Эффект был достигнут зрение немножко плохое было, и она действительно почти в слепоте ходила. И она говорит, когда я уже смотрел клип, я плакала. Она говорит, я из-за того, что я не видела, что происходит, в принципе, да, а тут я со стороны себя вижу, и мне это в эмоции такие, ну, в хорошем смысле слова выдали. И... Ну, разное было мнение. И были те, которые сказали, ой, нет, очень страшно, очень такой... У меня лично вызвали очень такие... Жуть такая у меня была, знаешь, он прошлась. Хотел. Он этого хотел. Да. Имеете право, было конечно. как-то... Как вы относитесь к тому, что критикуют, к хейту, как вы относитесь? Критики мало, а критики еще мало, не то что конструктивной, а вот, знаете, точной какой-то, что ли. То есть, потому что, вот я тоже сейчас комментарии читаю, там есть, значит, одна песня, вот работали с Адиле, и там один, вот буквально перед съемками прочитал то, что не используйте в данном жанре крымско-татарский язык, используйте в народных песнях. Ну, это... Кстати, я очень читала, спорный тоже запомнила этот такой комментарий, да, потому что где прогресс нашего языка будет? Из-за этого стагнация происходит, потому что нет импульсов на что-то новое. Язык, чем важен язык, чтобы он развивался? Тем, чтобы, когда человек начинает изучать язык, он должен получать от этого что-то. Что мы получаем от того, что мы выучили крымско-татарский язык? Поехать к бабушке и поговорить по душам? Хорошо. Что мы получаем от языка, когда мы выучиваем, допустим, английский язык? Это билетик сразу в цивилизацию, понимаете? А если наши смотри, песни... тут есть еще обратный эффект. Как в том меме, помнишь? Something's details are perfect, and... Это как насмешка над языком происходит, нет? Тебе не кажется? Нет, абсолютно. Мне кажется, наш крымско-татарский язык настолько полный, и когда мы внедряем туда американизмы, нет, ну не знаю, не знаю. Нет, подождите, посмотрите, как раз таки, понимаете, в чем дело? Языки, они в своем роде все перемешаны и взаимствования просто полным-полно. У нас очень много арабских слов, персидских и тому подобное. То есть, если мы английское слово вставляем, то есть, вы же сами знаете, как сейчас, допустим, в русский язык Кавказ настолько много начинает говорить, да, салам алейкум, ашалейт. Сказать то, что это плохо, не могу сказать. Сказать плохо. То, что он развивает язык, да. То есть, потому что, допустим, идет вот такая, так сказать, череда вот этих, ну, допустим, назовем это какие-то такие, как сказать, атаки знаешь, на язык. Это можно использовать, когда ты в идеале знаешь крымско-татарский язык. Нет. И кому хочешь донести что-то, ты можешь примешивать для молодежи, а talking татарджа, это, Ну, это, понимаете, в чем дело? Зачем такие рамки ставить? Язык что? У него главная функция – это коммуникация. Я должен передать ему эту главную идею. Это у больших цивилизаций, а мы сохраниться А мы что, маленькая цивилизация? Но мы нам сохраниться. Арсен, ты не прав. Азиз, как ты, кстати, относишься вот к тому, что сейчас Эдем сказал? Можно ли внедрять другие языки? Мне кажется, молодежь это очень круто воспринимает вместе с крымско-татарским языком, когда ты внедряешь туда и английский. Я вообще всеми руками за, потому что в свое время я тоже проходил целую волну хейта по вот этому вопросу. Да, это старые те еще, как говорится, времена. И когда мне вот так говорили, что ты там этот ремикс там пишешь, этот, кому он там типа нужен, там это самое. А я говорил, а ты знаешь, я хожу вот по кипу, и у каждого второго он стоит на звонке. А где твоя песня? Ну и все. То есть кто ставит какую цель? Какую ставим цель? Он там снимает классное очень видео, это увидит много людей. Это уже какая-то популяризация, правильно? То есть уже кто-то увидит, пару слов услышит, уже запомнит. То есть, да, то есть я там написал, там я еду и слышу в машинах, допустим, это, да, то есть я понимаю, что какую-то частичку кто-то добавил каждый, да, и те участники, которые даже ничего не получили, они все равно огромный вклад в это все привнесли, и поэтому нужно в любом формате, как бы оно там ни было, с американскими добавлениями, без американских, все равно нужно. Ну вот, допустим, один очень интересный нюанс. Вот иногда бывает такое, то, что не то, что даже у нас, у крымских татар, допустим, какой-то продукт выпускают, а вообще, я когда вижу иногда плохую работу, это для меня становится импульсом сделать типа, вот нет, вот это неправильно, давайте вот так сделаем. Ну, это не напрямую, но в голове у меня так происходит. То есть в какой-то степени это тоже импульс, понимаете? В любом случае движение это хорошо.
Движение Вот по поводу это жизнь. движения, просто мы можем скатиться к тому, что у нас ни одной песни на крымско-татарском не останется, все будут использовать разные языки и вмешивать их, потому что это модно, это круто. Ну, А что тут плохого? А что тут плохого? Нет, что значит? Нет, У нас это- своего лица не останется. Арсен, ты поешь чисто на крымско-татарском, ты прям Ну, в это разговоре. хорошо, я да, это считаю себя хорошо. крымско-татарским певцом. Но ты не владеешь 100% крымско-татарским, ты от этого стал лучше говорить на крымско-татарском. Ну, владею уже. Но вот ты представляешь, у нас вот, допустим, конкурс клипов, Хара Денис премиясы, и Так. каждая песня наполовину с какими-то языками идет. Мы Но для там кого не это делаем? наполовину. Смотрю, здесь напряжение Да, какое-то, споры я тебя какие-то ждала, пошли. Алим. Правильно. Давайте чуть-чуть разрядим атмосферу, Давайте. немножко поиграем. У нас мы Давайте. хотим чуть-чуть хатых переделать, чуть-чуть реформировать хатых хотим. Хотим мини-игры с гостями нашими проводить. Проблем. Если готовы, Да. я придумал Надо парочку. Одна простая, называется шарады, или в наших краях крокодил. И вторая дубляж на лету. В общем, наша задача. У нас есть несколько файлов из знаменитых фильмов. Так. Арсен, не смотри, там все английское, американское. Фу. Да, выйди. Я английский знаю вообще совершенно. В общем, Адем, твоя задача будет придумать какие-то слова, не обязательно попадать в губы. У нас задача просто посмеяться. Давайте. Ваша задача придумать какой-то саундтрек. Окей? Только здесь в чем будет сложность небольшая, да? Мы будем задавать атмосферу какую-то, которая не подходит к этой сцене. Она из другой там оперы. Окей? А вы попробуйте крымско-татарский колорит придать этой сцене. Давайте. Попробуем? Давайте. Давайте посмотрим сначала первый фрагмент. Любой включайте. У нас вот знаменитый фильм, все его знают наверняка, и сцену эту все знают. Эротических сцен не будет. надеюсь. Давайте сразу скажу, хочу триллер. Вот такая сцена, все ее знают наверняка. Я могу прокомментировать словами больше, если честно, если получится, я могу. Как главного героя твоего Леонардо Ди Каприо звали? Джек. Джек. Джафер. Да. Так, Попробуем? можно начинать? Давайте. Шарап. Азиз Ага, вы готовы? Музыку, ну, блин, Адем, ну давай. готовы? Да. Давайте Хоррор, подумаем да, чуть-чуть. делаем? Давайте. Хоррор, да? Хоррор. Нет, не хоррор, триллер. Триллер, да? Саспенс. Джек. Послушай меня, Джек. Я всегда хотела научиться танцевать хайтарму. Хайтарму? Ничего не говорит. Подними руки повыше. Ничего сложного. Повыше. Я боюсь, я ничего не вижу. Повыше. Все, держи вот так. Ничего сложного нет. О, Джек, как это прекрасно. Я лечу. Я не танцую, я лечу. Джек. Самосы, горячие самосы. Поиграем хуже. теперь в шарады. Я буду в команде с Адемом. Скажу, Арсен Ага, вы будете вот с Азизом. туда, Типа давай. музыканты. Можете остаться на месте. Я тебе сейчас, Севиля, покажу песни и фильмы, и ты будешь говорить, правильно или нет. Ну, давай. Окей? Ты рефери. Да. Давайте я начну, чтобы было все понятно. Это фильмы. Первый вариант. Адему не показывай. Один. Так, зарубежный фильм. Блокбастер, наверное. Одно слово. Одно слово, название. Поехали. Я сейчас покажу. Я надеюсь, все будет понятно. Матрица, блин. Ну это легко. Он не произнес! Это легко. Он произнес! А матрица? Да. Давайте, чтобы было интересно, 30 секунд. Да, было. что-нибудь посложнее, не знаю. Да, давайте. Хорошо. Так. Я же сейчас не участвую, вот, правильно? Еще участвуем. Да. Поехали, Да, 30 секунд. Здесь. Так, 5 слов. Ага, так. Это песня. Ого, какая песня.
Что, Киркоров какой-то, что ли? Фильм про группу Queen, что ли? Нет, не пацан. Что-то... А еще что-нибудь кроме Подожди, рук? ну это же местный, группа Queen. А, это те. блин. Вот видишь, Всё, смешение да, английского. осталось. Это крымско-татарская какая-то песня, что ли? Да. Татарская какая-то песня? Местная. 5 слов в песне. Она Время местная. вышло, извините. Ну, я же показываю, я люблю тебя до слез. Неужели непонятно вот это Ё-моё. движение? Вообще нет. Хоть бы розы бы посыпал. Потому что вы молодые, а я старый. Я Серов. могу показывать их Окей. Серов. Надо было же показать, наверное, до слез вот это то, что люблю. Да. Лепестками Всё. белых роз. А что ты вот Да, это там вот постоянно. сейчас Это сложно разгибаешь? Он так себя постоянно ведет на сцене. Я еще раз показываю. Да. Ты еще Давай. раз. Сейчас, подожди. Там один предлог. И три Чей слова. фильм? Поехали. Так. Уже буквально. Ну, блин, что-то у меня вообще плохо. Вот это что значит? Ее здесь нет. Старикам тут нет? Да! Я просто о нем подумал, думаю, неужели старикам тут не место? Блин. 2-0. Это реально любимый фильм? Да. Ну, не любим, но один из лучших, да. Да. Тут все просто. Я угадываю. Тут все просто, да. Ягода-малинка? Ну, сейчас, этот, влево, вправо. Так, понял. Я буквально. Голова, шапка, кубок. Кубок чемпионов. И ваш вариант? Кубок по футболу. Ваш вариант? Лига чемпионов, гимн Лиги чемпионов. Нет. Фредди кстати, да, Меркури. We are the champions. Yes. Я же об этом и сказал. Когда он сказал? Короче, мы проиграли в сухую, да? Ну, получается, что вы проиграли. Ну, когда... Ха-ха! Мы победили! Ну все, Саунас, и не спорьте больше. Каково оно проигрывать вообще, Арсен? Да нормально, что, Да, нормально, классно. да? Иногда проигрывать тоже надо. Так, мы хотели бы темой премии все-таки завершить сегодняшний наш эфир. Ваши советы будущим участникам премии, организаторам советы? Не бояться. Просто написать, отправить, и все нормально. Вообще, это так легко все было, что поначалу, когда читаешь, там целый такой текст, так, что же это там. На самом деле все просто, сделал, отправил, и все, очень отзывчивая команда, как бы. Пробуют, наверное. Пробуют, да. Критика это нормально. Без критики не получается. Это на самом деле, я же говорю, если бы еще критика, конечно, у нас была более такая, как бы сказать, основана на действительно каких-то фактах хороших. А так, это очень полезное мероприятие. Это движение вперед. То есть такое большое мероприятие, шумим, как-то о себе заявляем. Молодые как-то себя проявляют. Скажи, предложили бы членам жюри вот. Да, очень, мне кажется... Согласились бы? Я? Вот прям очень подходите. Ну, если такую удостоите честь, я подумаю. Меня не надо, нет. Азиз. Как я могу быть членом жюри? Я ж каждому там раздам. Я ж такой тут. Добрый. Да, я раздам. Наверное, да. Нужно таких, которые Да. прям будут... Мыз-мыз, да. Говорить можно долго. Сайгыл достар, хатық шоусында бүгін біздерде мұсафир оларақ Адем Бейтолаев, Азиз Ташкенбаев, хатық шоусына біз екінлейміз. Чоқ сағылыңыз келгеніңіз үшін. Сізде сауыңыз. Сау Азиз. Біз есе эпицаторияға веханесіне тешекілер білдіреміз ве айтамыз ки кележе қатық шоусында. Көрішкенже.